Прывітанне. За вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнік нашай сённяшняй гутаркі, наш гость Вітольд Юраш. Это польскі палітычны аглядальнік, кіраўнік Цэнтру стратэгічнага аналізу, аглядальнік порталу Onet.pl і таксама у мінулым, у 2010-2011 годзе часовы павераны Республікі Польша у Беларусі. Спадар Юраш, я вас вітаю. Добрый день. Витаю, я только сразу извиняюсь, но мой белорусский далеко недостаточно хороший, чтобы я на белорусском разговаривал и вынужден на русском говорить. Ну, а вы выбачьте, что я не ведаю польскага. Наши слухачи так само, напэўна, не все ведают, хотя многие ведают, я думаю. Тема нашай сённяшняй гутаркі – гэта беларуска-польскія адносіны і асабліва апошнія павароты у гэтых адносінах. Прыватнасці я маю на ўвазе свята, новае свята, якое Лукашенко ў Беларусі заснаваў, Дзень народнага адзінства. Ён прызначаны на 17 верасня, на гадавіну пахода Чырвонай арміі па далучэнні заходняй Беларусі. Ну, сам по сабе факт прызначэння. І цікавая, конечно, прапагандысцкая кампанія, якая вялася вакол. Это, прынамсі, фільм, які быў паказаны на мінулым тыдні пра, так бы мовіць, зладзействы арміі краёвай у Беларусі. Ну і прамова Лукашэнкі з абвінавачваннем, ну, і знявагамі на адрас Польшы, якая прагучала на мінулым тыдні. Ну, это больше такая, конечно, сфера символичная, але тым не менш, сімвалы маюць значэнне, асабліва у польскай гісторыі. Вот якая рэакцыя польскага грамадства і элітаў і народа на вот такія дэманстрацыі з боку Беларусі? Да, если честно, никакая, поскольку мало кто вообще это заметил. Люди то не сильно интересуется внешней политикой, а вот словами Александра Григорьевича Лукашенко вообще мало кто интересуется, поскольку понятно, что он скажет, да. Но я начну с одного. Знаете, у меня и у 99,9% поляков нет никаких сомнений, что граница между вот Польшей, Республикой Беларусь находится там, где она есть, и она там и будет находиться, да, то есть никаких территориальных претензий нету. То есть Гродно – это белорусский город, вот Брест – это белорусский город, Новогрудок – это белорусский город. Все, то есть тут никаких вопросов нету. Исторически Гродно и Брест, ну, до Второй мировой были польскими городами. До того мы можем говорить о Великом княжестве Литовском и так далее, но это все не имеет значения с точки зрения того, что есть и того, что будет. И вот это я хочу однозначно подчеркнуть. Конечно, так сказать, делать праздник именно 17 сентября, это, во-первых, провокативно, во-вторых, обидно. И говорю это при всем том, что я сказал до того насчет границы. Это обидно, поскольку 17 сентября это был день нападения Советского Союза, тогдашнего союзника гитлеровской Германии на Польшу. Конечно, результатом вот этого нападения 70 лет позже стали такие вот границы Белоруссии, нынешней Белоруссии, современной Белоруссии, как они есть. Но, тем не менее, говорить о освобождении Западной Белоруссии, учитывая то, что это было нападение, говорить о освобождении, учитывая то, что вслед за Красной Армией шли подразделения НКВД, которые, ну, короче, убивали людей, притом не, там, знаете, польских полицейских, как говорится, а тоже и белорусских патриотов. Ну, это, конечно, ну, мы, если честно, мы не сильно на это обращаем внимание, мы просто, к сожалению, привыкли к тому, что, ну, такой стиль
современной белорусской пропаганды. Я лично выступал очень часто за диалог с режимом Лукашенко. Об этом можем отдельно поговорить, но на тот момент я могу сказать так, что это пропаганда и действия белорусских властей таковы, что даже я не выступаю за какой-то компромисс с режимом в Минску, поскольку я не вижу никаких надежд на под какой-либо диалог, который имел бы смысл. Ну, это, конечно, печально. Вітальд, а у меня наступное питание может быть такое, ведаеце, як адвоката д'ябла, но тым не менш, мы ведаем, што ў розных краінах свету, тым ліку і как бы недалёка ад нас, ну вот часам гэта гістарычная памяць, яна спараджае моцныя жарсці. Напрыклад, в Угоршыне, в Венгрии, ну вот трагедыя Тріанона, страта тэрыторый, тады 100 годов тому, ну это вот, это болит, это у них болит. Скажем, мы бачим весь час, скажем, паміж Китаем и Японией, там пойдзе премьер и Японии в храм Есукуни, и Китай, як бы мовіць, адразу там буря жарсцяў, и причем эта буря заходит нават не столько от Политбюро, колькі от народа. Для народа есть память про то, что творили японцы. Вот у меня питание, ці може Лукашенко и русские разбудить польских национальных демонов? Разбудить их, как бы массово люди сказали, вот не так, как вы зараз, а сказали, город не наш город, польский. Так можно зрабіць, как вот это, и причем я кажу не некие маргиналы, а народ так сказал. Так можно зрабіць? Да, что для этого надо? Да вряд ли. Вы знаете, Владимир Владимирович куда мощнее Александра Григорьевича, и он пытался разбудить польских националистов против Украины. И ему это только частично удалось. То есть я, ну, при всем уважении к Александру Григорьевичу, он не настолько мощный, как Владимир Владимирович Путин. Я думаю, что он это знает. И я не думаю, что поляки, мы же адекватные, да. Конечно, я понимаю, что есть моменты, которые, ну, если я представлю себе процветающую демократичную Беларусь, то я заодно понимаю, что, ну, будут моменты насчет истории, где, ну, будут мнения расходиться. Это 100%, так будет, да. Так было бы, если будет демократичная процветающая Беларусь, поскольку насчет этого последнего я, к сожалению, не уверен. Но можно и надо все-таки учитывать, ну, некую чувствительность, некую соседа, да, то есть мне кажется, что уважение к соседу не обозначает, что мы должны думать так, как сосед, но мы должны учитывать то, что он думает. И вот этого, мне кажется, в последних высказываниях Александра Григорьевича, который говорит, что Белосточчина – это часть Беларуси, что Вилна – это часть Беларуси, ну, в смысле историческом, ну, вы же сами он сказал, до речі, он сказал довольно хитро, он сказал, мы же не нагадываем, что Белосток – это белорусский город. То есть мы но не нагадываем. Да, Он не сказал, мы не да. кажем, он сказал, мы не нагадываем. То есть по тексту, что это белорусский город, мы это разумеем, но мы просто на него как бы не предъявляем территориальных претензий. Ну да, ну это, знаете, у Александра Григорьевича есть, да, извините, вы правильно обратили внимание, что он это так сказал, но тем не менее это звучит провокативно. Да, и, да. А до речі, вот протяг, а он може спровоковать какую-то, вот якую реакцию официальной Варшавы вы чекаете? Это нота, это демарш, это заявы, что это территориальные претензии, и мы, так сказать, дадим там отпор и так далее. Вот какой реакции? Я думаю, что нота, это дипломатическая нота, это максимум того, чего можно ожидать. Ну, знаете, нота это...
большого смысла не имеет, тем более, что, как вы обратили внимание, чисто формально никаких территориальных претензий вот Александр Григорьевич не выдвинул. Ну, самое главное, это то, что я сказал с самого начала, мало кто обратил на это внимание. А вот то, что вы сказали, что сусіду не треба якби, ну, його кривдить, але, наскільки я розумію, логіка Олександра Лукашенки такая. Вы нам, ну, мне, зробили больно, вы санкции ввели, вот, яшчэ большее якби прапануеце і ціснеце там і на Брюссель, что давайте там обмежить. Я вам зроблю, я вас зневажу, я вам плюну в душу, что называется Польша. Вот, я вам миграционный кризис. Как вы, так и я. Вы поднимаете ставки, я поднимаю ставки. Давайте не будем гулять по этих ставках. Ці будем гулять по ставкам. Ці тады якби не скардите, не крыўдуйте за то, что я вас зневажаю, я вас буду зневажать. Он так мыслит, как вот вы анализуете? Я бы сказал, что вы, ну, хорошо, вошли в душу Александра Григорьевича. Вопрос, хорошо ли это. Но с точки зрения журналиста и наблюдателя это, конечно, хорошо. Ну да, именно такая цель. Ну, насчет того, что он наплынул в душу, ну, понимаете, у нас в Польше, к сожалению, ну, вот такая, я бы сказал, внутренняя политическая борьба такая, что, ну, все плевают на всех, и мало кто на это уже обращает внимание. Ну, атмосфера в Польше, вы же сами знаете, сейчас очень плохая. То есть внутриполитическая борьба вышла за пределы вот, разумного. Более опасно это то, что происходит на границе. Да, тут Александр Григорьевич точно играет эту игру, которую играл в свое время президент Турции Режеп Таип Эрдоган, то есть, ну, посылает, короче, вот, мигрантов и взамен хочет политических уступок. Но я бы не исключал еще одного сценария, что Александр Григорьевич, кроме вот уступок со стороны Польши, со стороны Евросоюза, ну, то есть таково, я не буду вот посылать мигрантов, а вы взамен снимите санкции, да, заодно хочет еще и просто отомстить. Но мы же знаем, что Александр Григорьевич эмоциональный человек. И я смотрю вот на эти приговоры, которые получают оппозиционеры в Беларуси. Но обычно это было там типа 3 года, да, 4 года. Сейчас Бабарик, если я хорошо помню, 14 лет 14. получил. Да, вот. Ну, это, простите, но это ни в какие ворота не лезет. Это уж точно месть, да. Ну, я бы сказал, что если кто-то действует в политике вот настолько эмоционально, это обычно обозначает, ну, что его власть находится под угрозой, поскольку политик все-таки должен, ну, более так взвешенно вести себя. Долгие годы Александр Григорьевич, при всем том, что сажал оппозиционеров, но все-таки, так сказать, знал меру, я бы так сказал. Вот. А сейчас это, к сожалению, все чаще выглядит как уже не мягкий авторитаризм или авторитаризм, а как жесткая диктатура. Я не уверен, что это самый хороший способ, тем более, что после вот напряжения всегда нужна деэскалация. А деэскалация возможна только, когда эскалация не вышла за некие пределы. То, что делает режим в Минске сейчас, выходит за пределы. Притом я имею в виду и в отношении вот Польши, то есть я говорю о этих мигрантах, и в отношении собственного народа. То есть я наблюдаю за тем, что происходит, и знаете, я же сказал, я был всегда за диалогом с режимом, но я помню
такой вот процесс над политзаключенным в Витебске, я просто не выдержал и покинул зал суда и абсолютно честно сказал судье, что я думаю о суде, поскольку это именно выходило за пределы. Наступне моє питання зв'язане з частково з міграційним кризисом, але воно більш широке, більш може бути важне для Польщі. От на конт міграційного кризису, міграційної бомби, яку Олександр Григорович взорвав на межі, на Бугу, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Лукашенко діє не самостійно, а з ухвалення Москви. От роль Москви во всім. І в міграційному кризисі, і, так би мовити, в кризисі 17 вересня, назовемо його так. Яка яна? Ну, вот можно нагадать, что тому, что вот в Беларуси стали отзначать День Адзінства на 17 вересня, попереднічав велізарний артикул Путіна концептуальний, так би мовити, виніки війни, роля Польщі і так далі. До речі, вот літерально 17 вересня МЗС Росії, так би мовити, адреагував, назвав події 1939 года визвольним походом, які, ну, це смішно гучить, не дозволив вермахту підвести до Мінська. Ну, якби, в даденому випадку, що, якби, МЗС Росії, що називається, в унісон з тим, що говорить в Мінську. Ці наоборот. Ці, насамрэч, просто вот все эти гульни Лукашенки, так сказать, и миграционная бомба, и 17 вересня, это просто продиктованное с Кремля. Ці не так. Ці все ж таки это больше складаний. Ну, если мне честно ответить на ваш вопрос, то единственный честный ответ, простите, это я не знаю. И если кто-то говорит, что он знает, ну, значит, он то ли общается с Александром Григорьевичем, и он уж точно знает, какие у него отношения с Россией, либо он догадывается. У нас в Польше, и это разница между, вот, например, мной, а большинством наблюдателей в Польше, всегда считали, что Александр Григорьевич это, ну, если коротко, человек Москвы, ставленник Москвы, который ничего... Марионетка. Марионетка, вот это. Ну, я думаю, что это не так. Я думаю, что Александр Григорьевич это все-таки такой человек, который, ну, считает Беларусь, так сказать, своим. Ну, то есть он часто говорит, что он создал, ну, то есть мы создали, да, он так выражается, но это понятно, что он имеет в виду, что он лично это все, то есть ту страну, которая есть, создал. И я далеко не согласен с тем, что он зависит полностью от Москвы, он зависит все больше и больше, да, в смысле экономическом, например, но психологически он, я не думаю, что зависит. И понимаете, тут самый на самом деле принципиальный вопрос. То есть можно сказать, что вот этого суверенитета мало, да, что его вот столько, да, нам хотелось бы, чтобы его было вот столько, да, супер. Только вопрос, какая альтернатива. Я всегда считал, что альтернатива является то, что его вообще не будет, да. И из-за этого я считал, что надо с Александром Григорьевичем при условии, что есть такая возможность, такой возможности на тот момент нету, разговаривать, поскольку самое главное это не то, сколько вот суверенитета, а какая альтернатива. Я написал статью знаете, я это последняя, должна быть последняя буква, ну, простите, что я так говорю, что я там что-то говорил, да, но в мае прошлого года я написал статью, что вот если произойдут волнения, если люди выйдут на улицы, это все закончится именно так, как в 2010 году. Меня тут упрекали, что я вообще ничего не понимаю, что ситуация кардинально поменялась. Да, она кардинально поменялась, поскольку
толпа людей, которая вышла на улицы, насчитывала не 40 или там 50 или 60, тут можем спорить, тысяч, как в 2010 году, а и 400 тысяч, да? Но тем не менее, и наконец-то силовики смогли подавить вот эту революцию. Да? И результатом есть сужение вот этого суверенитета Беларуси. Но сужение это не обозначает, что его вообще нету. А уж точно не обозначает, что его нету в голове у Александра Григорьевича. Но, то есть доказательств того, что это все делается с подачи Москвы, я имею в виду все, то есть этот миграционный кризис, что это все делается с подачи Москвы, на мой взгляд, нет. То есть я не видел вот таких доказательств. Да? Конечно, Москва поддерживает Беларусь в пропагандистском смысле, да, в военном, экономическом, хотя выставляет счет. И это самая главная разница с тем, с чем мы имели дело, скажем, 20 лет тому назад или еще, не знаю, еще 10 лет тому назад. Но доказательств как таких, что это все скоординировано, на мой взгляд, нету. И наступная тема – это военный аспект. Вот только что на минулом тыдні скончыліся вучэнні Захад-21. Варта сказаць, што гэтым разам, в адрозненне ад Захад-2017, страхаў, скажем, на Захадзе, в Украіне не было такіх, што гэтыя вучэнні перарастуць там ворванне, хаця яны таксама. Але на фоне гэтага адбываюцца такія больш, можа, сур'ёзныя структурныя рэчы. Это паветраныя патрулі беларуска-расійскія уздоўж мяжы, вашай мяжы. Вот. І так званы вучебна-баявы цэнтр якраз на гарадзеньшчыне каля горадні. Колькі там будзе самолетов, это не называется база, учебный центр, ну, назвать это можно по-разному. Там будут стоять боевые российские самолеты. Там, это уже не радар, это боевые части. Боевые части российские, которые так или иначе там будут базоваться. Вот, ну и плюс сейчас Лукашенко обвестил, что он кучу зброі накупает. Что говорят польские эксперты, ну вот вы, принамсі, может быть, военные эксперты, наколькі это пагражае национальной бяспецы, скажем, войсковой бяспецы Польши? Ну, я бы сказал так, что если вот российские войска будут размещаться в Беларуси, это угрожает прежде всего Украине. Поскольку у Украины, во-первых, там уже война, это первое, второе, есть вот российские войска на востоке, есть российские войска на юго-западе, то есть Приднестровье, и если вот российские войска находились бы в Беларуси, вот были бы и на севере. Притом чуть больше, чем 100 километров от Киева, да. То есть со стратегической точки зрения сильно поменялась бы ситуация в основном все-таки Украины, а только после того Польши и Литвы. Вы спросили, какие мнения в Польше. Я бы сказал так, что тут есть две группы экспертов и наблюдателей. Первые – это те, которые занимаются Беларусью, и вторые – это военные. Вот те, которые занимаются Белоруссию, говорит в основном так, что ну, нам все равно, да, белорусская армия – это часть российской армии, и нам все равно, будет ли первая гвардейская армия России на нашей границе, в 250 километрах от Варшавы или же под Смоленском. А вот военные говорят, что те, которые так считают, сильно ошибаются, поскольку с точки зрения
безопасности Польши, это абсолютно принципиальная разница, где находится российская армия, поскольку, да, танк может ехать 80 километров в час, но это не обозначает, что вот, простите, российская армия за 10 часов переезжает вот Беларусь и начинает войну с Польшей. То есть переброс российской армии это порядка 4-5 дней, поскольку надо и топливо перебросить, и боеприпасы, и, короче, все подразделения технические, техническо-ремонтные и так далее, и так далее. Вот эти 4-5 дней – это принципиальная разница с точки зрения безопасности Польши. 4-5 дней – это недостаточно, чтобы перебросить танковые подразделения Соединенных Штатов не только в Польшу, но и в Европу, поскольку они же все-таки через океан должны перебраться, но это достаточно, чтобы перебросить, вот, например, авиацию. Да? Это достаточно времени, чтобы поставить армию в состоянии боевой готовности. И я думаю, что вот если говорим о танках, то я больше доверяю военным, чем неким экспертам, политологам, тем более если они занимаются вызволением Беларуси от Александра Григорьевича уже лет 25 и без результата. Ну, а зараз вот такая своеасаблівая дилема, якая перед Польшей повстае в сувязі з этими як бы военными, ну, назовем их выкликами. З одного боку, як бы реакция может быть вельми натуральной. Выклики есть, ну вот, учебный центр, вот будут патрули, и потому надо мацаваць оборону. Надо мацаваць оборону, ну вот, як в свой час, скажем, планували, скажем, Форт Трамп збудаваць. А з іншага боку, все, так сказать, політологи, нават, может быть, не вельмі удалыя, ведаюць тэорыю эскалацыі. Чым больш Польша будзе умацоўваць сваю оборону, тым больш як бы яна будзе подыгрывать вот этой риторике Лукашенко, які кажа, что Польша все, вот она тут концентруе войски, яна, як бы мовіць, стварае кулак, натовскі кулак, яна хоча захапіць там по столбцы, як до 39-го году. В адказ, магчыма, ці Беларусь, ці Россия, так сказать, будут умацоўваць свой кулак, и это все может скончыцца вельмі. И я так памятаю, что когда были дебаты вокруг вот Форта Трампа, то ну, вот аргументы Минску тогда как бы так ці інакш прымаліся под увагу, что эскалация не полепшыць ситуацию с бяспекай, а горшыць, в тым ліку и ситуацию с бяспекай для Польши. Вот как эту дилемму вырашаць, на ваш погляд? Умацаваць бяспеку ці наадварот как бы рабіць кроки, чтобы вот эти вот как бы варианты, и они не звар'яцелі уже целом. Да, ну я бы обратил внимание на два момента. Во-первых, большинство подразделений американских в Польше, они не находятся вблизи границы Беларуси. Наоборот, они находятся на западе Польши, поскольку стратегически мы понимаем, что если вдруг вспыхнула бы война, чего на 99% никогда не будет, то первых пару дней нам придется заниматься системами, я не знаю, как это на русском, A2AD, то есть Anti-Access Area Denial, то есть такими системами, которые препятствуют возможности действий вот наших подразделений в данном районе, да. То есть вот эти системы у России довольно мощные, и из-за этого вот американцы не хотят, чтобы их подразделения находились с самого начала потенциального конфликта в районе, в котором они не будут иметь возможности посылать авиацию, поскольку первых пару дней, скорее всего, с авиацией у Запада будут проблемы. Но это только первых пару дней. Ну, это первое. Второе, понимаете, я
помню, однажды Рамзан Кадыров, мой любимый российский политик, и я бы так сказал, ну, это такой памятник эпохи Владимира Владимировича, всех вот своих силовиков сделал такой дефилад на стадионе. Короче, вот этих кадыровцев там было больше, чем всех американцев в Польше и Прибалтике. Я помню, я давал интервью российскому радио, мне спросили, ну, вы там наращиваете, у вас угроза. Я говорю, знаете, ну, у нас этих американцев меньше, чем у Рамзана Кадырова. То есть, возможно, вам надо опасаться Рамзана Кадырова больше. Вот все. То есть, никакой угрозы нету. А есть еще, простите, я забыл, еще третий момент. Россия наращивает свой потенциал, например, в Калининградской области. Россия наращивает свой потенциал в Белоруссии. Россия наконец-то напала на Украину, поскольку говорить, что там что-то произошло, непонятно. Нет, это просто Россия напала. Россия начала войну. То есть, если кто-то говорит, что короче, вот НАТО угрожает вот России, а не Россия своим соседам, это, простите, вранье. И другой возможности, как отвечать на эти действия Москвы, как наращивать собственный потенциал, нету. Есть еще один момент, на который я бы обратил внимание. Знаете, все годы Советского Союза вот Москва вела себя, я бы так сказал, адекватно, да. А вот сейчас мы видим все чаще то, что, опять же, простите, я, возможно, плохо это скажу, неправильно, нуклеаризация языка. То есть они все чаще говорят о применении тактического ядерного оружия. Этого не было в советское время. Возможно, из-за этого, что вот еще советские генералы, они помнили Вторую мировую, да, и они, хотя готовились постоянно к войне, то они все-таки были нас, ну, эта память где-то была в головах. А вот у вот этого поколения российских военачальников, которые сейчас руководит российской армией, этой памяти, что война это самое страшное, как будто бы меньше, да. То есть у нас другой возможности нету. Это не мы начали гонку вооружений, это не мы говорим, угрожаем соседам, это не мы говорим про применение тактического ядерного оружия, и это не наши войска убивают украинцев, граждан Украины, а Россия и россияне убивают украинцев. Все. То есть тут никакого... Я обычно стараюсь говорить не так жестко, но на этот ответ я отвечаю абсолютно жестко. Да, мы будем наращивать, да, мы будем, к сожалению, входить в эту гонку вооружений, тем более, что это лишь пропаганда. Россия на самом деле очень слабая, то есть все эти годы, когда у России были очень большие деньги, эти деньги были потрачены на, знаете, Соловьев построил вот виллу, да, в Франции или в Испании, я там не помню. То есть он ненавидит Запад, да, ну, понимаете, то есть... Магчыма, дарэчы, менавіта таму они і вот так часто прыгадваюць ядерную зброю, паколькі астатняе войска, может быть, не такое могутное, а это, ну, это зброя судного дня. Да, ну, но я думаю, что все-таки у России конвенциональный потенциал тоже есть. Но слабее, чем был в СССР. Но это но и НАТО слабее, чем НАТО времен Холодной войны. Но, в общем-то, если сравнивать вот Запад и Россию, ну, все-таки Запад намного сильнее. Но российская армия, она, если вот
вспомнить то состояние российской армии, которое было, скажем, в 2008 году во время войны с Грузией, но то, к сожалению, с нашей точки зрения, к сожалению, российская армия находится в хорошем состоянии. Вот был такой министр Анатолий Сердюков. Он много чего сделал для российской армии. Я лично, например, в чисто профессиональном смысле очень уважаю Сердюкова. Да? То есть мне бы, например, хотелось, чтобы мы делали такие внезапные учения, как делала Россия, то есть чтобы мы ставили, например, какие-то подразделения в состоянии повышенной готовности и реально посмотрели, есть ли у нас армия или ей нет. Ясно. Добре. Дякую великий, спадар Вітальд. Спасибо большое. Нашим глядачам я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца падзеі, тым ліку і беларуска-польскія адносіны, яны могуць сачыць на YouTube-канале Свабода Прэміум і в Тэлеграме Свабоды.